Итак, салям батаргара, кадрлы достар, я сегодня опять пришла на перевязку. Каждый день теперь будете наблюдать мою вот эту гуманоидную морду и перевязки. А что еще снимать, раз я каждый день хожу на перевязки? Но иногда мне разрешают домой, дома то есть делать перевязки. Каждый день вот приезжаю в Джаване, представляете? Но скоро все заживет. У меня и так вообще быстро все заживает, как на собаке. Мне вот эта штука нравится. Сюда ногу суешь, смотрите, до чего технология дошла. Видали? И все, у тебя на ноге бахила, а то появляется новая. Обалдеть, а? Я вот это впервые увидела в Джаване. Это я даже не знала, что такое есть. Не ближний свет, конечно, но каждый день приходится сюда ездить, друзья. Короче, что я хотела сказать. Вчера я, читала комментарии, да, и вот люди просто, знаете, начали некоторые меня ненавидеть за мои изменения. Представляете? Меня начали ненавидеть в тот момент, когда я еще похудела. Потом, когда я решила сделать пластику, когда я начала хорошо зарабатывать, меня люди начали ненавидеть. И я поняла одну вещь, что люди не любят счастливых, успешных, здоровых, красивых людей. Ну, я себя красивой, конечно, пока что не считаю, но я себя очень люблю. Какой бы я ни была, я себя принимаю. Но вот мои изменения людей начали очень сильно триггерить. И это меня расстраивает. А если бы я нафиг валялась где-нибудь под забором, бухая, материлась, плохо жила, просила у подписчиков деньги, скиньтесь, пожалуйста, мне на это, на то, все, подонатьте мне, соберите мне на телефон, на iPhone или на еще что-нибудь, помогите. И плохо жила бы, ох, это как бы людей радовало, это точно, радовались бы моим неудачам, успеху. Не радуются нам Паша. Я вот, например, очень радуюсь, когда люди, особенно біздің халық, башқұрттар, татарлар, хевет, яшаға, я вообще капец радуюсь. Я говорю, вот, молодцы, могут же, молодцы, метем, иштейдер, тырышалар. А есть такие люди, которые капец негативные, ни хрена не радуются, они наоборот просто начинают ненавидеть тебя. Прикиньте, тут что творится вообще на этой земле. Хоть одно вареное яйцо можно мне? Ой, я вас не узнала, Милена, да? это вы? Да, это я. Не узнали, да? Нет, я сама я себя теперь не узнала. А, что, правда, что ли? Эй, очень приятно. Да, смотрите, все повара меня узнают. Да? Я вас не узнала. Да, я сама себя не узнаю сейчас, блин. Богатым будьте. Рахмат. Присаживайтесь, сейчас я вам сделаю. Момент, сколько у вас минут есть? Да минут 10 у меня Да? есть. Есть, присаживайтесь. Ага, что-нибудь такое горячее охота иногда. Хоть бы кукей вареный, да. Рахмат. О, смотрите, мне девчонки здесь узнали. Здесь, кстати, очень вкусно готовят. И меню у них прям как в ресторане, представляете? В прошлый раз я вам показывала, там чего только нету. Я, конечно, после операции взяла первый день, как дурачок, шаурму себе заказала. А потом, мой хирург такой приходит, Руслан Айдарович, он такой говорит, я вашу шаурму, говорит, забрал. Зачем вы, говорит, себе шаурму заказали? Вам, говорит, нельзя жевать такую еду. Они прямо готовят еду для пациентов. Представляете? Меню офигеть вкусное у них. Сейчас мне что-нибудь приготовят. Что-то надо сюда поставить. Рахмат. Спасибо. Иртенсек на завтрак. Суп. Ой, офигеть вкусно. Прямо как үйдегі май. Вот мне по блату мясо положили. Это что такое? Ты еще вон там кафе где а мы надо мне страшно, блин, швы снимать. Страшно швы снимать. Это будет не больно. Да? Да. Надеюсь. Это будет совсем не больно. Голову мыли? Нет, еще не мыла. А что, надо было помыть? Нет, спрашиваю просто. Ни разу не мыли? А нет, в смысле, я каждые 2-3 дня мою. Итак, дорогие друзья, сегодня очень ответственный день. Мне сегодня будет снимать швы. Очень страшно. Потому что я знаю, что когда швы снимают, больно. Хотя мне говорят, что не больно. Вот мне же предлагали сразу лоб подтянуть, а я отказалась. А сейчас смотрю, у меня на лбу тоже морщины полезли. Да. И они вам Вот. делают аппараты. Здесь у нас великолепные аппараты. Да? Великолепные, просто новые. Что за аппараты? Ни в одной клинике нет этих аппаратов. Да? Девочки-косметологи сделают вам вообще все волшебство. А, Витаминки проколят, а, аппараткой работают. да, надо. Вы станете куколкой, не как куколка. Ну а да. еще краше.
синяк. Да, у меня ни синяков, ничего, блин, даже это. Укладывайте. Я так хотела, чтобы были синяки и отеки сильнее. Ой, вы что, не Нет, чтобы для видео было прикольно снять. Да, все лицо тянет вообще, ребят. Молодые девчонки, зачем они делают пластику, бля? Все. Здесь вот мы сняли. Немножко корочка, чуть-чуть. А вы к кому пришли? Мы пришли поздравить девочку Миляушу с Новым годом. Говорят, она хорошо себя вела в этом году. И все мечты ее исполнились. Преобразилась она у нас. Принесли вот такую вот визиточку ей в подарок. Где она? Ей снимать швы? Сможете подождать буквально 5 минут? Не растаем? У нас еще много детей, но мы подождем. Подожди. Да-да. Здравствуйте! Ой, кто к нам пришел? А вы нас звали? Здравствуйте. Пришли издалека. Девочка Милюша, говорят, вела ты себя хорошо в этом году? Очень хорошо вела, я могу даже стихотворение рассказать. Какая красивая ты посмотри. Очень красиво. Это я к Новому году готовлюсь. Ну вставай на табуреточку и рассказывай смешочек. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, старичок горбатый. Вот правильная девочка. Молодец. А мы с таким О, подарком. нифига себе! Прикольно. Пусть мечты спасибо продолжают большое. исполняться. Чтобы Милюша у нас становился еще красивее. Прикиньте, достану мне подарили сертификат Джованни на косметологические услуги. Спасибо большое. Поздравляем. Ну, обнимашки. Спасибо, спасибо. Простите за слишком горбатый. Мне очень уже обвисли. Очень Ну, пустышка. попробуем. Можно пластырем, а можно пробить. Ну да, пластырем тоже можно. Спасибо большое, спасибо. Ладно, будьте С наступающим здоровы. Новым годом. Спасибо. Прикиньте, это мой хирург, который будет делать мне груди. Представляете? Мне подарили вот такой вот сертификат. Офигеть. Да, я еще хотела вам сказать, здесь в Джаване проводят, знаете, акцию такую для подписчиков, для всех людей, короче. Вы можете выиграть титьки, новые титьки на Новый год. Представляете, вы где такое видели, чтобы разыгрывали новые титьки? Короче, девчонки, если вы хотите упругие, красивые, молодые, свеженькие титьки, то, пожалуйста, переходите вот по этой ссылке на телеграм-канал Джавани, и как раз-таки там идет розыгрыш новых титик. Поехали. О, У нас левая сторона. Всех людей интересует, почему степлер. Они говорят, зачем они, говорят, степлером? Это что, затянули, говорит, что ли? Что Это кожа стягивает, чтобы она срасталась. А, да? Почему степлер? Здесь вообще не видно, что вообще что-то было, что был какой-то разрез, что была какая-то подтяжка. Ничего не Вообще видно. у меня ничего не видно. У меня вообще все круто. Это вот все-таки от хирурга зависит, друзья. Это от хирурга зависит вообще? Конечно. Ну, все вообще, все ошалели, обалдели, до сих пор обалдевают, что у меня лицо так быстро прям восстановилось, очень быстро. Девчонки, обязательно участвуйте в розыгрыше Джованни Титик. Это же уникальная возможность получить бесплатно титьки, потому что титьки иногда шоколад стоят очень дорого. Но не дешево же удовольствие сделать новые От титьки. 500 тысяч, да, в От пяти- среднем. Да? Плюс Вот. еще в комплиментом к подарку идет целый ящик нижнего белья нового Нифига на себе! 50 тысяч рублей. Да. Это что, на новые титьки новое белье получается? Да. Офигеть. А если я выиграю, допустим, я буду участвовать, вы мне дадите или Конечно. нельзя? Конечно, вы тоже должны поучаствовать. Ой, блин, я тоже хочу новые титьки. Прикиньте, бесплатно вы можете получить новые титьки. Обалдеть. Вот увидеть бы это счастливец, кто получит новые титьки, да? Интересно, можно ее будет снять, если это победитель или не разрешат? не Да, захотят? да, мы будем снимать А, обязательно. снимать Все будете? прозрачно, А, чтобы короче, люди видели, вот видите, что есть победитель, да, что ему провели операцию. Поэтому, если вы не готовы, чтобы ваши знакомые узнали, что вы будете делать титьки, не хотите эту информацию освещать нигде, то не участвуйте. Все, можете садиться. Боже, все позади. Швы сняли. 2 недели, да, сколько? Ой, да, посидеть надо. Голова что кружится. Надо посидеть аккуратненько, да, потому что все равно это все такое. Да.
Последнее, в общем, последнее мучение. Последнее лечение. Не, быстро, спасибо большое. Спасибо. Огромное. Мы потихонечку потом попозже чуть-чуть будем начинать реабилитацию. Может быть, легкие подключить. Это когда, собственно, кровь берут, да, мы центрифугируем эфир. Так получается такая активная сыворотка, плазма, обогащенная тромбоцитами, факторами роста, то есть они будут еще лучше делать результат. Бипантен можно. Бипантен, да? Да, бипантен крем. Вот, можно потихонечку, чуть-чуть. Тоже только чтобы туда не попадало все, да, ну вот визуально переднюю часть, где сохнет, нужно. Ладно, спасибо большое. Всё, до встречи. Наступающим. До свидания. Это я забираю. Все, спасибо большое. До свидания. Все, до свидания. Надо беречь. Все свое ношу с собой. Да, все свое нашу с тобой. Видали? На Новый год мне подарили Джованни сертификат на 20 тысяч. Где-то подарок сделали мне. Вообще круто. На 20 тысяч вообще круто. Блин. Сказали только с ним ходить, блин. Приходить с ним, представляете? Как я его с собой таскать буду? А что не открывается? Альберт, открой! Альберт, Харамига сертификат бердилер. На 20 тысяч косметологические услуги. Видал? А? Они еще там титьки разыгрывают. Я хочу поучаствовать, вдруг выиграю титьки бесплатно. На Новый год. Прикинь? Прикольно, да? Короче, друзья, я же говорила, что у меня Лариса ассистент, очень уникальный человек, мастер на все руки, умеет абсолютно все. Так вот, она сейчас мне испекла, знаете что, губадью испекла и медовый торт. Потому что я ей сказала, что вот Рамильдар, говорю, приедет, мой братишка, говорю, надо медовый торт, говорю, заказать где-нибудь. А Лариса такая, говорит, давайте, говорит, я испеку, говорит. Я, говорит, умею, запросто, говорит, без проблем. И представляете, испекла, вот сейчас я за тортом приехала. И, говорит, губадью еще, говорит, вам сделаю. Прикиньте, вообще, не ассистент, а просто чудо. Даже ассистент меня, даже, прикиньте, пирог бешерпиря. Офигеть! Че, мой торт готов, нет? Да, и губадье, И все готово. и Ждёт своего Рахмат. заказчика. Рахмат, инде, Лариса. Сейчас поднимусь. Ох, Лариса, я где только не шарахаюсь, господи. Вкусно? Там губадье вообще щи. О, давай съедем, я хатыр сейске келей. Альберт, көтіп отыра, конечно, но мен бір сыняқ қана сейсем де тергені. Очень скромно, потому что я вишнезен бару подвижканте. Рахмат. Как Альбертовый любит со сгущенкой, с Ми, маслом. рахмат. Алишерға қырқып қалдар әлі торттың не яртығын. Мұна, ошайтып кетіп ал. Не надо. Чё не надо? Узрежки на Мұна қарағыз, еще целый бір губадья бішірген Лариса. Вообще оңған. колбаска сырная, масло. Ничего не надо, Масло нет, равно нет. сюда и- Ну, меня все будет. Вот ваш твит. Жизнь, какой ужас. Это тоже создакивает. Там не нокшар, мне прям там. Менің бит Алишер Ошай. Алишер Такой Ошай вот такой вот есть. Я, короче, доктор Ларисаның соус сравалдым. Офигительно вкусный соус у нее. Она сама делает вот домашний соус. Как делаешь, Лариса? Скажи, Сливы делаю. Сливу надо, короче, чуть-чуть отварить, потом через сито уткерге, чтобы кожица и тишлярин вещеварга, короче. Ага. Потом острый перец, нелер, короче, с приправами, с чесноком, она целый ряд приправ, шикер, блин, что она увариваешь тезгина, короче, выключаешь и все, соус. Получается, там вообще томата нету, просто был до сливы. Нет, из сливы, именно конкретно. Слива дает вот такую кислинку и сладость дает. И острый перец, он дает вот эту остроту. И именно к мясу вкусно. Вот кто любит такое Без мам, ты кисло-сладкое? можешь хочешь там Да, надо. это к нашим. Ну. Вкусно, действительно вкусно. Вот к мясу, со всем таким этим, он и остринку дает, и уже сладкий дает еще. Очень вкусный соус. Что мы на Лариса, это утром, этим Ларисам, этим давай летом, говорю, с тобой будем рецепты делать. Лариса будет делать, я достал специальные рецепты, я буду снимать. У нее даже в телеграм-канале, оказывается, есть канал, где она рецепты выкладывает. Представляете? Там этот соус тоже есть, кстати. Да? О, Конечно. а не это телеграм-канал. Соус? Алтын хатын называется. Алтын хатын? Иә. Нифига себе! Қалай ты бесін қошқан бетер блогына. Алтын хатын, ай, блин,
Несек өзі не арата, алтын қатын. Это меня так Ищите. называли Ай, всегда. ссылка қалдырайым әлі. Ссылка қалдырам. Переходите Ларисаның телеграм-каналында. Анда рецептов дофига. Вообще қатырных там дövешера. Алтын қатындың телеграм-каналына переходите. Если хотите узнать соустың рецепты. Ана Лариса, по твоему рецепту любимому гиня торт пішірді. Как ты любишь? На, губади ана. Губади ертің. Еще не знаю, ешьте. И рахмат Ну, там Лариса. что, ничего не знаю, пожалуйста. Рахмат. Пришли гости. Марианна утонченная, такая аристократичная Марианна, поэтому я ей даю нож с вилкой. У нас дома так не кушает, конечно, но я думаю, Марианна только так, наверное, ест. Это вы мне все положили, что ли? Да. Спасибо. Да вы что, Да, мне деревенские манты, поджаристые на сливочном масле. Мне одну Такое едите. Нет, какую одну штучку? Вы что, ели? Нет, 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 давайте. Вот соус, смотрите. Такой этот вкусный домашний, кстати, соус. Вы сначала попробуйте. Я потом- знаю, что они божественно вкусные, я не смогу остановиться. Нет, надо сесть. Сегодня будем делать окончательную версию новогодних преображений моих штор. Офигейте просто. Это будет просто бомбически. Как вот эти вот шторы у нас на кухне. От этих штор все просто в восторге. Все в восторге, Марьяна. Даже мужики приходят, они даже замечают. Прикиньте, мужики же редко замечают такие вещи. Ну, мужчина вообще шторы не замечает. У вас теперь такая молодая жена. Слышал? У Да. вас теперь такая молодая жена, сказала Марьяна. А, кстати, ты мне ни разу не сказал, что я хорошо вот выгляжу, что красивое лицо сделал. Каждый день говорю нормально, ты вообще. Что ты мне говорил? Ой, Ни разу не говорил, Альберт, ни разу. ну ты еще повестку не сняла. Повестку Она не не сделал. нормальная, она восхитительно выглядит. Она не сидишь. Вот, ему пофиг, все говорю же. Итак, дорогие друзья, мы начинаем преображение нашего зала. Это вообще-то не зал называется? Как называется правильно вообще? Вот такая комната, как называется? Не зал же, как там называется? Гостиная. Во-во, гостиная, доктор. Так, теперь давайте, доктор, запомним, как выглядела наша гостиная комната. Вот, очень хорошенько, пожалуйста, запомните. Вот таких вот тонах. Стену, помните, что мы убрали. Вот такие вот сероватые, непонятного коричневатые, бухтусинда какой-то, блин, шторы. Эти шторы больше всех меня раздражают. Но вот это в зале, это был какой-то для меня трэш и триггер, да. Вот тут вот стена была золото, триггер. Я из-за этого в зал даже заходить не хотела. Вы все помните, всегда я говорила, что я просто не могу в зал заходить. И вот эти вот шторы, еще раз посмотрите, обратите внимание на цвет. Ну, как можно было... Ну, ладно, сейчас Марьяна скажет опять мне замечание. Она говорит, не говорите так. Марьяне не нравится, когда я говорю, что шторы ужасного цвета. Ну вот, смотрите, обратите внимание, они же слились со стеной. Видите? Вот, слились со стеной. Вот такого цвета шторы. И у нас вот тут было обрамление. Не было, а есть обрамление. Вот такое вот. И вот так зал выглядит до. Все, доктор, я вам сняла. И скоро увидим, как будет выглядеть после Марьяны. Страшно мне стало. Страшно? У нас же еще, доктор, в гостевой тоже будет изменение, доктор. Вот здесь вот мы тоже будем менять шторы. В этой комнате тоже будет полное преображение штор. Запоминаем пока что эту комнату в таком виде. Итак, друзья, вот это наша комната для гостей. Вот так вот выглядит. Шторы вот такие вот. Все эти шторы вешали, кстати говоря, одна фирма. Не буду говорить, какая фирма. Ну вот. Ну, короче, не в тему дело. И вот пока что выглядит все вот так вот. Конечно, они сами по себе, эти шторы, очень прикольные. Я люблю, кстати, вот такие цветастые, такие яркие. Так вот, Марьяна уже сняла шторы. Их стирать, не стирать, я не знаю, блин. Придется, наверное, стирать. Вот эти тюли пойдут у нас в Шмидтово, в этот Афрейм. Туда я повешу их, чтобы красиво там было. Потому что, прикиньте, я отдала шторы швее, чтобы она укоротила. И прикиньте, она шторы нормально укоротила,
А тюли слишком коротко укоротила. Вот так вот сами, что ли, сами ходите и этот, вешаете шторы, что ли? Ну, я на все монтажи приезжаю, просто сейчас под Новый год все заняты. А, Ну, у меня в цехе там все вообще отшивают, все. Все же до Нового года нужно сдать. Ну да. Поэтому я сама к вам приехала. Спасибо. Все, наверное, к Новому году готовятся, хотят новые шторы. Встретить Новый Именно год к Новому с новыми шторами. Да? Прямо все хотят перед Новым годом новые шторы, да? А вот 2 числа почему-то уже не хотят. Да? Почему 2 числа вот не хотите новые шторы? Я не понял. А может 2 числа по акции будут? Да, Марьяна? Не будет такого? Нет, да? А, мы же еще гардины поменяли. Вот такого цвета были гардины. Они были закругленные. Тоже их убрали и поставили подлиннее белые гардины. Терпела, пока Марьяна до конца все закончит, чтобы прямо насладиться этим моментом. И предлагаю вам, друзья, тоже насладиться этим моментом. Шикардосным преображением нашей гостиной. Та-да-дам! И такая кучка лежит. Че, давайте, Марьяна, показывайте. Офигеть! Офигеть! Я когда пришла к Марьяне, увидела на столе вот эти шторы. Увидела и думаю, блин, такие классные. Это что такое? Я говорю, какая-то ручная работа. Я еще их потрогала. И Марьяна, вот, думаю, тогда заметила. И мы решили, она решила, то есть мы решила поменять. Тут вообще-то другие цвета были. И она решила поменять. И прикиньте, какая красота. Ой, блин, так круто. Вот это вот мне так нравится. Здесь мне же хотелось цветочек приподнять и диван связать. Так красиво, Марьяна. Вы что-нибудь расскажете, нет, про эти шторы? Штора с вышивкой, очень практичная. Очень, кстати, Давайте. демократичная. Супер практичная. Ой, такая красота, вы посмотрите. Блин, это так красиво Ну, у вас же смотрится. загородный дом, то есть Ага. здесь дерево, и поэтому здесь вот эта тема вот каких-то вот этих, не знаю, это укропчики или курайчики, Ага. ну, какие-то цветочки. Ну, вот это мне Очень нравится, вот эта вот красиво. история, очень Да. нежно. Мне хотелось цветок приподнять над диваном, потому что у вас же там диван, то Ага, есть вообще он идет от пола. Но ага. так бы он терялся, и поэтому я его здесь надставила, Да, вот это вот очень чтобы он красиво. выше поднялся. Да, круто. Вот этот яркий оранжевый Ну и акцент с вашим вообще диванчиком шикардосно. связали, Мгм. подушечки добавили немножко. И даже подушки, смотрите, друзья, Марьяна даже подушки подобрала. Офигительные. Посмотрите, какие яркие подушки. Блин, так круто. Вот оказывается, как шторы влияют на интерьер. Заметили, да? Вот что было до этого, какой-то тускловатый, ужасный цвет, да, штор весь зал омрачал. Он прямо, зал как будто какой-то вот страшный, какой-то невзрачный, какой-то, блин, ужасным казался зал, да. И прикиньте, вот просто здесь поменяли всего лишь шторы. Видите, какую огромную роль играют шторы? Представляете, вот просто поменяли шторы, и сразу же гостиная, зал заиграл новыми, свежими, крутыми, фееричными красками. Сразу же все поменялось. Понимаете? Маленький один вот элемент может поменять абсолютно все. Это прям как в жизни, достар. В жизни же тоже так вот. Понимаете, вот маленький какой-то вот поступок, да, один маленький шаг меняет абсолютно все же вокруг. Вот цена за пошив 450 рублей метр, вот она вообще никогда не меняется. Это Ага. дешевле, чем в Леруа. Ага. Цена за метр ткани, тюль 1000 рублей, портьеры, по-моему, около 4000. Ага. Вот сейчас, точно не вспомню. Это надо считать по размерам. Угу. Но не без фанатизма. Я хотела Давайте, так заходите. плавно. О, боже, это что-то такое бомбическое. Это, короче, что-то такое у султана Сулеймана хана Хазретleri, блин. Ну это правда так выглядит же, офигеть. Вместо тюля римская штора, она Ага. тонкая, прозрачная. Да, Вместо такая тюля. Ну, это- красота, посмотрите. У меня такая рука страшная, у меня даже этот тюль даже портить неохота. Блин. Ну, без бубенчиков я никуда не могу, я их вообще люблю. вот эти все Это, штучки. блин, теперь я тоже люблю бубенчики, доктор. Это просто какой-то прикольненький изюминку, акцент такой дает. И ваш ковер
Ага. связали вот таким вот элементом. Это бордюр декоративный. Вообще вот эта портьера просто, ну, то есть тюль вы можете открывать-закрывать, в принципе, Ага. портьеры на ночь закрываете. Мгм. Я люблю на ручной складке, я люблю Ага. когда аккуратные складки. Открываете? Блин, такая нежная красота, да. Ну, блин, Марьяна, вы, блин, действительно шедевр искусства создаете, да? Нет, это Надеюсь. правда. Прямо каждая ваша работа, как будто прям вот, как картину рисует же, вот так вот. Это очень красиво. Какой цвет интересный, да? Вот Молочный. прям такой переливается, прямо как сгущенка, охота съесть, да? Ну, молочный, по идее, да. М. Просто светлый. Мне хотелось, чтобы комната светлая, чтобы светло было. Да. Они Так меряют. он же это, как будто и правда это живой. Это что такое? Это велюр. Велюр? Это велюр, короче, достал, прикиньте. И вот это вообще красота какая, посмотрите. Ой, блин, очень красиво. Бубенчики. Да, бубенчики. Любимые бубенчики Марьяны, а теперь мои любимые стали бубенчики. Я их чемоданами вожу, я люблю. Не, они правда очень прикольные же. Ну, посмотрите, вот какая красота. Посмотрите. Марьяна, это моя благодарность вам за шторы 4 мантышки. Спасибо. Очень вкусные. Это Очень. вам спасибо огромное, преогромное. Очень Новый год. Ага, спасибо. Это такой мне подарок сделали на Новый год. Вообще офигительный. Сейчас давайте открою. Подождите. Вот Марьяна вам тоже на Новый год гуся сделаете. Да, новогодний подарок. Надеюсь, скушаете гусей? Конечно. Это деревенский гусь. Спасибо Ага. большое. Приготовите на новогодний стол. Я скажу, что это от вас. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. Не забудьте про мою квартиру. Ну, вы скажете, когда? Ладно, ладно. После Нового года только, наверное. Сейчас они закончат-то. В отпуске до 15 числа. Ладно, ладно. Ага. Я тоже в отпуск пойду. Я тоже в январе в отпуске буду. Эй, Шунда такая талантливая женщина вообще. Такая утонченная, такая изысканная. Ну вот видали, какие шторы она сделала? Это же просто бомбические шторы. Вот прямо как я хотела, понимаете, Достар? Именно как я хотела. Очень вкусная нуримановская картошка. Рамильдар, короче, приедут в 3 часа ночи, представляете? Ну, в 3 часа ночи. И вот я готовлю картофельное пюре, чтобы они приехали и поели картофельное пюре. Очень офигительная вкусная нуримановская картошка. Я еще сюда, знаете, что хочу добавить? Этот, как там его? Бульончик. Это мой секретный ингредиент. Я, короче, знаете, что делаю? Уже не секретный. Ну да. Я, короче, знаете, что делаю? Короче, когда варю этот жирный бульон, да, минтозонала, я не знаю, как по-русски сказать, но вверх вот этот жирный бульон собираю, и вот это маленькие кастрюльки, да. Ой, это что И такое? это тумхан. И вот я чуть-чуть вот добавляю в картофельное пюре. Чуть-чуть добавляю, все вылила. Ничего не все. И это будет офигительно вкусно. Попробуйте обязательно. Очень вкусно будет. Просто бомба. Потом меня спрашивают, почему я не худею. Я ж чуть-чуть добавила. Мне еще салат надо делать, мимозу. Зачем? Ну, гости же приедут в 3 часа ночи. А зачем им мимоза в 3 часа ночи? В 3 часа ночи захотят мимозу кушать. Зачем? Ну, салат же должен быть, когда гости приезжают. А Салат так какой-то. сделай обычный просто Ну, какой-нибудь. папа сказал, мимозу хочет. Гости приезжают, папе готовлю салат мимоза. Итак, смотрите, вот тефтельки приготовились. Смотрите, какие красавцы. Картофельное пюре готово. Сначала, короче, накормлю свою семью. Рамильдар приедет в 3 часа ночи, потом накормлю их. Блин, я не хочу вставать ночью. Ёкалмай на меня, блин. Красота. А ну-ка, давайте оцените мое картофельное пюре. Зарина киши балаха, Зарина оша бір қалқын қалады. И самые маленькие тефтели положи. Потому что у киши балаха. Понятно? А, Зарина?
Потому что ен аша бітмей. Көтөргөнсө калганыгы. Аша бітмей гіне қара, блин. Әрем етіп гіне қара. Приятного аппетита всем. Ой, я не буду есть. Я хоть кофе попью, наверное. Отличается на бульоне и на молоке? Зарина, отличается? Азалия отличается? Вот так напрашиваюсь на комплименты. А по-другому никак. Яркость вкуса по-другому выражена. На молоке это было бы нежнее, а Бандами Рашата придумала супер новый способ готовить на бульоне. И такой ярко выраженный вкус просто пальчики отбить. На пересоленный день. Пересоленный? Пересоленный? Нет, шучу. Азалия так замерла такая от страха. Че, правда пересоленный, что ли? Нет? Нормально? А для тебя пересоленный мы? А? Для тебя пересоленный мы? Говори там, блядь. Салат мимоза. Это любимый салат Альберта. Почему это его любимый салат? Потому что там есть рыба. Где есть рыба, это любимое блюдо Альберта. Да, Альберт? Да. Так, короче, сейчас я вас научу, как правильно делать мимозу. Хотя я сама делаю впервые. Никогда в жизни не делала мимозу. Самое главное, это вкусный майонез. Если вкусный майонез есть, то будет салат у вас вкусный. А если нет у вас вкусного майонеза, то не будет салат вкусный. Я так считаю. Кстати, я сейчас не могу есть майонез. Чтобы салат мимоза был вкусный, надо иметь нуримановскую картошку. Только тогда будет у вас вкусный салат мимоза. Дальше. Морковка не наша. Я, морковку мне бычком вообще яратмайын аны, блин, как вошник меня. А почему морковки мало? Я не знаю, я ее вообще не терпеть не могу. А салат-то шайна. Ну, салат еще могу чуть-чуть. Ты имей мечтать. А я сидите, жму. Бымбаку я подожди не мете. Что-то неправильно мимоза. Почему неправильный мимоза? Бірisi бақылаған ешті ойлаймын. Бірінші картошка. А, Бірінші балық бұға, ол суға ағып сығала, и все, Аллах бәр. ладно. А балық, ол если картошканың үстіне ақа, картошка пропитывается, не, Пропивается. пропивается. Балық только пиво ойнап тегі тұрасымен бұтты. Не усем что дегенсің. Пропитывается балықтың дәнімен, и дәмдей бола шунда. Всегда надо на картошку класть. Что-то с поваром, с поршнем баша. Немеге ауырып, барбаң ялайдың шан картошканы нетәң ол? Халайдың? Подожди, Че? надо майонез. Или yok мекен? Вот я не знаю. Давай быстренько почитай. Рецепт. Вот я не видел такой рецепт сначала картофеля. Эйнің башы. Ты меня за кого принимаешь? Ну что, какой-то не что ли? Ашаға бешере білмеген бисе что ли? Рыба, лук, картофель, морковь. Порядок слова. Рыба, лук, картофель, морковь, белки и желтки. С обязательной прослойкой майонеза между слоями, кроме верхнего. Вот, верно, курын. Так, майонез. Тәмді боланы көрейін. Қара ашамын, что мне тәмді бешерем. Когда у меня что было невкусно? Хватит у него, может, ты что, офигел? И чем больше, тем вкуснее. Кто тебе сказал? Желудок говорит. Доширак тогда майонез алсаң Зарина мимоза шырғаға. Вот так вот все начинается. Да. Рамильдар, пурга, сколько мы майонеза положили. ППшный рамильдар. Офигеть Верно. просто-напросто. Не надо соғын қалырға. Блин, не қоймайтын. Неше тері балық қалың, я не пойму. Ана вақлап салалар, тарелка салып А вақлап. немеше баты онда халы отырған хоң. Қойым білген неме аны. Блин, вообще не салат бляха. Ну, сен өзі дейтін, пропитайся дейтін. Ну, блин, убийца. Ёпарасота. Позвала, блин, называется, помогать, блин. Ты вообще хорошую рыбу купил? Самый вот, она қара купмасақ бір банка. Что ты Зарина говорил? Я говорю, это как будто вы специально этот салат готовите, знаете, что Рамиля Гадар наша Майдар. Нет. Они все будут. Это вкусный салат будет. Я это впервые делаю, конечно, но это он вкусный будет. Все, что я готовлю, будет вкусно. Я потому что готовлю с любовью вообще-то. Банка да, ну, Думаю? да, банка itu пара вақлап салай бар. Думаю, асыл характер. Бірі сақлап itu пара, житай думаю. Антиклақтарға вилка мана, да? Наверное, это взяли, что я вилку, блин. Мама, что еще рано, блин. Неме дейді әлі Альбертке. Мама шайыстай тұрған, мама шайыстай тұрған, мама шайыстай тұрған еді. Елді шайтып. Ашап тек отырасың, надо вообще-то делать салат, бұна ашап тек отырасың. Қара едік те бітме бәнің. Міне, изейін сен изма деген қорықтың, мына че изейін. Надо да ид. Мотор екен. Давай быстрее. Что доброхлоп, ну, это консерва там. Вообще брахма. Знаешь почему? Почему? Мана прямо не смотрел передачу, тут так. Есть огромный корабль-завод. Рыбу ловят прямо там же, в этот же день. Его прямо консервируют в корабль сюда. Свежий И поэтому свежий нах.
А другие, они вот она замороженные шиллер. Рома добра вот у него ценник он дороже, 2 раза дороже, чем других, но зато он вкуснее. Очень вкусный. Ну, и он же утрамбованный прям максимально Да. много. Он честный, потому что дорого. Обычно же не так много говорят. Итіңді алдың ба? Бар, давай берем. Альберт, Заринаның иті қайда? А, Давай бер. Ай, давай тефтели возьми. Не-не-не, нам шапку оставить. Нет, забирай свою А шапку. Зачем? толстовку? Ты чего не хочешь мне толстовку? Ну, поносить. Блин, ла-ла-ла. Ой, мне же нельзя так широко улыбаться. Что, серьезно? Ну, оставлю поносить, но не отдам. Нет, нет, я чуть-чуть поношу и отдам. Ай. Куда же толстовка? Иди тогда у меня что-нибудь возьми. Не, нормально, у меня толстовок-то много там. Это гарант того, что я вернусь, понимаете? Она сама хочет вернуться. Да, вдруг асыққан. Да, шапку свою забирай. Шапка-то беспонтовая, рублей 200 стоила, был 11 мың тура, блин. 1000 толстовка, говорю. Представляете, вот эта вот толстовка какой-то Астранбил, Астран бренд. Стоит 1000, представляете? Только зарабатывают видеомейкеры башкирской домохозяйки. Дофига зарабатывает. 1000 толстовка киевреге оставляет. Это еще, я скоро еще одну новую куплю себе, во-первых. Шунан ақса жоқ деген. Я в январе куплю себе новый iPhone последней модели. Таптың. До снегопад. свидания. Все, пока ты ведь мне. Ладно, давай, Зарин. Рахмат айтып мне. Давай, пока. Давай, пока. Толстовку свою обратно не проси. А юшу. Утром и вечером обрабатывать вот этой штукой, доктор. Октинисепт какой-то. Все надо обрабатывать. Кожа дубовая и ничего не чувствует. Вот эта сторона более-менее чувствует, да? А это прямо как будто заморожено. И шея тоже дубовая, вообще капец. Смотрите, какая у меня красивая шея. Гусиная. Или как там? Утиная. Утиная. Или гусиная. Ну, короче, красивая шея у меня. Смотрите. Вообще же капец, да? Как молодой девчонки. Как я сплю. Вот так я сплю, представляете? Вот так. Ну, не так, конечно, вру, а вот так вот. Представляете, вот так одеваю на шею. Вот так вот. И ложусь. Почему я так ложусь? Вот так вот, сейчас покажу. Вот так. Вот так вот. Потому что, я же говорю, вообще нельзя поворачивать. Нельзя вот так спать, вот так, короче. Только вот так можно спать. Прикиньте, только вот так вот. И я поэтому вот эту вот штуку, которую в самолете же одевает на шею, вот это взяла и одеваю, чтобы голова, ну, чтобы не дав, вот эта штука, короче, голове не дает повернуться ни сюда, ни сюда. Поэтому имейте в виду, кто вот после операции, после пластики, можете вот спать в этой штуке. Удобно. Это я додумалась сама, между прочим.